сейчас быть в счастливых семейных долгосрочных отношениях это скорее исключение, да? То есть ты будешь там в этой 20-ке. Ну и тенденция последних лет, что вот эта цифра, она постоянно увеличивается. То есть у нас идет потенциал к росту. Это не 80, это наш не предел. Мы стабильно двигаемся к 100%. Скоро будет таким как бы исключением, что вы в семейных отношениях. Ну и, соответственно, здесь одна из моих миссий, ключевых миссий, это повлиять на эту статистику. Сократить количество разводов и сократить количество одиноких людей. Ну и ключевая вот эта цифра, это 30-40-летняя. Дальше мы перейдем к кейсам для разборов. Я подготовил 3 кейса, которые мы вместе с вами разберем. Сначала я буду спрашивать ваше мнение, а в конце мы вернемся к этим кейсам уже после того, как мы получили новые знания, мы заново на эти вопросы ответим. Прежде чем перейти к кейсам, я немножко расскажу о себе. Психологическое образование — это у меня уже 3-е высшее образование. Первое у меня образование юридическое, второе Executive MBA. Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что такое Executive MBA. Так, нас меньшинство, поэтому я объясню немножко. Это управленческое бизнес-образование для управленцев. То есть Executive Master of Business Administration. Сейчас такая программа Сколково, 2-годичная, она стоит 15 миллионов рублей. Я вот такую программу закончил. Я учился в Бельгии, Antwerp Management School, учился в США, в MIT, и учился в Китае, в Джуншантасте, в Гуанчжоу. Владею 5 языками. Ну, русский, татарский у нас почти все знают, ну, кроме тех, кто не знает татарский. Но мы не осуждаем. Мы не осуждаем, да. Да. И я знаю турецкий свободно, английский, я на нем работал много лет. И я знаю китайский, я работал в китайской компании, и я работал в своей компании в Китае, и жил в Китае некоторое время. Но, как любой язык, да, нужна практика. Чем больше я занимаюсь психологией, тем хуже мой китайский становится. Но есть хорошая новость, меня в Китай зовут с этими курсами, и я там его подтяну опять. Так, ну я был простым специалистом, да, я дошел до уровня генерального директора в корпорации в Москве, иностранной. Почему я пришел в психологию? Я был женат 12 лет, и я развелся. И я хотел сохранить этот брак всеми возможными способами. Я приглашал психологов, я ходил к психологам, я домой их приглашал. И я старался найти ответы на вопросы, почему у меня не получилось его сохранить. Я эти ответы не нашел. И я был в очередной командировке, когда был в Москве, из Китая прилетал. Проходил курсы топовых психологов, и ответов там не было. И я понял, что здесь не хватает системности психологии. И вот этот вопрос меня начал интересовать. Я пошел учиться на психолога. Я закончил институт на семейную психологию направления. Начал в это углубляться, начал разрабатывать свои системы. То есть у меня вот такое бизнес-мышление, а в бизнесе ты не можешь работать и, в принципе, процветать, если у тебя не будет какой-то системности. Если у тебя не будет системы, у тебя будет всегда будет определенный хаос. В хаосе невозможно развитие. И вот это системное мышление я принес как раз в психологию и начал разрабатывать свои концепции. На данный момент их 11. Все авторские концепции, одной из них я сегодня поделюсь. И в данный момент я помогаю создавать счастливые семейные отношения, я занимаюсь консультированием, у меня есть программы для одиноких, которые хотят построить отношения, и для семейных пар, у которых есть проблемы в отношениях. И вот у меня уже есть положительные кейсы, и 3 из них сегодня мы разберем. Перейдем к кейсам для разбора. Первый кейс – это парень 32 года, аналитик. И вот представьте, вы на моем месте, на месте психолога, и вот приходит он с таким запросом к вам. За последние 3 года не было ни одного серьезного знакомства. Кто мне нравится, я не нравлюсь. Кому я нравлюсь, мне не нравится, да? Приложение знакомств, пара односложных диалогов в неделю, которые быстро затухают. Видимо, судьба прожить одному.
И как вы думаете, первый вопрос, в чем здесь причина? Почему? Слабость. Слабость? Что имеется в виду? Ну, физическая какая слабость? В чем слабость? Духовная слабость. Ага, хорошо. Есть еще идеи? Избегающий тип привязанности. О, вот это чувствуется уже, да, здесь это? Да, ага. Избегающий тип привязанности. Если избегающий тип привязанности, тогда Он избегает. он всех избегает. Они за ним, он от них. Ага. Так. Следующий вопрос. Что будет, если ничего не менять? Ничего. Ничего не будет. Ага, ну вот это основная ошибка, да, вот, что думать, что ничего не будет. Сейчас мы перейдем, объясню почему. Он закроется себе. А? Ну, его выберут, его, как бы, девушка найдет, и, как бы, Она его найдет, он просто сдастся. ну, как бы, она Её за напору. ним будет охотиться, и его своими женскими штучками, как бы, охмурит. Охмурит, да. Да. А он же аналитик, он зарабатывает на него Ага, ага. просвет всего. Мне нравится эта фраза Эйнштейна, ему ее приписывают. Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. Если ничего не менять, то будет одиночество не семьи, не детей. Первое. Анестезия, допинг. Что значит анестезия, допинг? Алкоголь. Все, вот опыт уже слышно, чувствуется. Проходили. Да. Почему? Когда человек один, и у него есть определенный в этом, как бы, ему это надо, а у него этого нет, у него появляется стресс, ему некомфортно, и ему нужна определенная для этого анестезия, чтобы этот момент себе как-то его сгладить, скрасить, чтобы было легче как-то это переносить. Поэтому анестезия. А какие виды могут быть анестезии, как вы думаете, кроме алкоголя? Какие? Игры. Игры. Какие Экстремальные игры? виды спорта. Компьютерные игры. Лудомания. Да, да, да. Да, вот фильмы, которые не надо смотреть, да? Экстремальные виды спорта. Мгм. Все, кто может попасть. Все, кто может попасть. Более уязвимый, да, становится? Как правило, будет, но незаметно оно придет. Человеку нужна будет анестезия, ему надо как-то жить и продолжать. Ему надо справляться с этим стрессом. А ему вот это, на него это давит. А ему надо дальше жить как-то. Ну и допинг. А допинг, какой может быть допинг? Наши встречи, да? Это анестезия Еще допинга. больше Еще переедания. больше встреч. Религиозный фанатизм. Религиозный фанатизм. А? Переедание. Да? У нас в анестезии еще может быть и переедание. У нас может быть и сериалы. Просмотр сериалов тоже туда может попасть. Да? Кто-то вот любит там алкоголь, кто-то, я не знаю, табак, кто-то еще что-то. Что-то вот сериалы смотрит. Кто-то, я не знаю, собаку заводит. Тоже как бы определенный уровень, да, потому что ей тяжело. Он будет строить краткосрочные, которые будут ему какие-то эмоции давать, одиночество его скрашивать, там, на 2-3 месяца, там, какая-то влюбленность, все бросит. Потом вот так вот он просто научится выстраивать много, но краткосрочных отношений, и так будет жить. Да. Да, да. Допингом еще может быть, ну, банальный кофе. Человек уже не может без кофе. Ему нужен этот допинг, чтобы ему как-то дальше двигаться. Ему и энергия нужна. Некоторые на энергетиках просто живут, они не могут без них. Без определенного допинга. Уже не могут. Потеря смысла и интереса к жизни. У меня был парень, который достаточно успешный был, работал, но к определенному возрасту, за 30, у него не было отношений, и у него начала вот появляться вот эта потеря смысла, интереса к жизни. У него мотивация начала падать, а зачем? Ради кого? А мне столько не надо. Отношения построить у него не получалось. И у него начала теряться мотивация, в принципе, жить и, в принципе, еще и чего-то достигать. То есть это одна из причин, если ничего не менять.
хороших вариантов все меньше. Почему? А? Что? Умирают? Не, он стареет. Ага. Меньше и меньше, так что у него шансов там. Да, потому что он стареет, да? И разбирают, да, варианты хорошие. И, в принципе, И любые, он да? просто умнее становится. Умнее становится Да, умеет уже читать людей. и поэтому хороших Любовь вариантов не все меньше. обмануть. Ага. И покупают мотоцикл. Да, окружение меняется, да, выбор меняется. Ну и потом ценность любого человека, она падает со временем. То есть ценность, я не знаю, мужчины в 30 лет, она сильно отличается от ценности мужчины в 60 лет при прочих равных остальных факторах. Поэтому со временем, если мужчине 30 лет, со временем он будет свою ценность терять. То есть ему в 20 лет он как бы самая высокая у него ценность, ну, грубо говоря. И со временем она будет падать. Ну, ты тупо стареешь. И у достойного кандидата, у девушки, например, у него просто больше вариантов хороших. Эмоциональное выгорание. Частая причина, она что на работе, что от личных отношений бывает возникает эмоциональное выгорание. Пробуешь, и ничего не получается. Ты потом уже в штаб-татар даже не хочешь идти, потому что ты уже был там 100 раз, и никакой пользы от этого не было. И все, у тебя просто у тебя даже эмоциональное выгорание происходит, у тебя даже энергии в штаб-татар нет почти. Вот, так бывает тоже. Ну, вот, может быть, да? Но это не у нас, но в принципе. Да, снижение самооценки. Это неизбежно вот это происходит, снижение самооценки. Потому что когда у тебя много раз не получается, каждый раз, ты каждый раз приходишь в штаб-татар, ты посмеялся, повеселился, поболтал, да, ничего не произошло, и так 10 лет. Самооценка будет падать постоянно. Потому что, как мы помните, у нас там было, кто мне нравится, мне не нравится, а кому я нравлюсь, они мне не нравятся. И все вот это попадает он в этот круг, и у него эмоциональное выгорание. Потому что, чтобы у тебя была высокая самооценка, у тебя должна быть хоть какая-то статистика, которая это подкрепляет. Если у тебя нету ни одной статистики, ни одного положительного эффекта, который тебе говорил бы, да, ты классный, да, ты красивый, да, ты успешный, и ты этого в принципе не слышишь, и все твои попытки, они всегда, ну, неудачные. Это будет влиять на самооценку. Как на работе. Я не знаю, ты приходишь к начальнику, просишь повышения, а он тебе говорит, нет, ты недостоин, ты плохой работник. Кого-то повышают, тебя не повышают. Самооценка тоже будет падать. Ну, аналогия. Характер начнет портиться. Кто знает, что характер начнет портиться? Бывает такое, когда с возрастом у человека начинает характер портиться, если он один. А? Раздражительность появляется. Брат, сколько лет? 29. 29. Все, он в 29 лет уже это знает. Имейте в виду. Да. Не ждите, да. Когда 40, у тебя еще там, как бы, еще хуже характер будет, да? Да. Характер портится, потому что ты более раздражительный. Ты же, как бы, у тебя эмоциональное выгорание. Ты на анестезии, ты на допинге сидишь. Это все, может, у тебя накопится. Характер начинает портиться. Когда работаешь, я не знаю, с парнем, ну, и с девушкой, да, которая долго одинока, не в отношениях, она злее становится, он злее становится. У меня был парень, я, говорит, злой стал. Я, говорит, на всех злюсь. Отношения, долго, выгорание, вот это неуспешно, все, он на работе начал злиться. На работники жалуются. Характер начинает портиться. Улучшение здоровья. Да, Бог не зря парами нас создал. В этом есть там большое, как бы, взаимодополнение. И улучшение здоровья происходит. Ты же один. У тебя нету, как бы, вот этого взаимодополнения. У тебя нету вот этого обмена энергиями. Да, и здоровье начинает неизбежно портиться. Если ничего не менять, жить и терпеть, периодически ссорами, скандалами и примирениями опять по кругу. Да? Подавлять свои потребности и желания, падать по вибрациям в обиду. Я вот начал заниматься понятием вибраций, эмоциональные тона, я изучил доступные все шкалы вибраций эмоциональных тонов. Ни одна из них меня не устроила, я разработал свою шкалу
шкала вибраций. И здесь что имеется в виду по вибрациям? Есть высокие вибрации, есть низкие вибрации. И человек, если ничего не будет менять, он будет падать по вибрациям в низкие вибрации. А низкие вибрации — это обида, раздражение, выгорание, опустошение. И основной риск низких вибраций какой? То, что даже собака чувствует, какие у вас вибрации. Собака чувствует, какое у вас настроение. Она чувствует, вы в каком настроении, хорошем или плохом. И очень часто человек думает, что другой человек этого не видит. Я же улыбаюсь. Он думает, что другой человек его вибрации не считывает. Но вибрации, когда вы в низких вибрациях или высоких, всегда считывается. А если вы на низких вибрациях, не знаю, в обиде, вы в обиде на всех, на мужчин, на Бога, я не знаю, ну, кто там виноват, родители. Мечты становятся все дальше, они уже не про тебя, а про кого-то другого. То есть она живет, если отношения ее не устраивают, то ее мечта счастливой семейной жизни, она станет все дальше. И когда тебе 20, ну не знаю, 25, будем говорить так, ты думаешь, что у тебя все впереди, вся жизнь впереди, что у тебя все получится, что у тебя вагон времени, вагон вариантов, у тебя просто миллион шансов. А потом ты начинаешь вот эти отношения, у тебя время идет, и когда ты живешь вот такой, как бы, семье, то они все дальше, и уже ты начинаешь думать, что это не про тебя. Что у тебя, в принципе, ну, шанс-то никогда у тебя не будет семейной жизни счастливой. Ты будешь вот так и жить. Как-то, ну, терпеть и жить. Упущенная возможность, она уходит. 3 вещи. Время, слово и возможность. Это как на собеседование прийти и к работодателю. И ты не можешь произвести хорошее впечатление 2 раза. Ты такой: ой, извините, у меня не получилось, я тут все запортачил, я что-то не так тонно говорил, а вопросы как-то не так ответил, вообще вел себя как идиот. Давайте я сейчас дверь закрою, представим, я вот, ну, заново зайду. И все будет хорошо, все будет по-другому. Вот не бывает так. А? Подготовиться через полгода можно прийти. Через полгода можно прийти. Ну, если поменяются HR, там все остальные, да? Или HR, где самому учиться, сходить к психологу, научиться. Да, да. Но если HR не поменяется, она вас уже не возьмет, потому что ты уже был. То есть еще надо подождать, чтобы еще HR поменял. Ну и там, кто там собеседовал, директор. Я был на обеих сторонах, когда тот, кто собеседует и собеседуется. И в отношениях то же самое. Ты когда общаешься с человеком, и ты все испортил. На первом свидании ты все испортил. Вот с вероятностью 99,9% у тебя не будет шанса второго. Потому что он уже не захочет с тобой общаться. Или она, или он. Поэтому упущенную возможность невозможно вернуть. Когда ты в отношениях, которые тебя не устраивают, ты долго жить не можешь. Вот раньше, я не знаю, 50 лет, 100 лет назад, неудобно было разводиться, и, в принципе, это было как-то, ну, порицаемо обществом. Сейчас развод, он обществом не порицается, он приветствуется. Из каждого утюга говорят: брось его, абьюзер. Из каждого утюга говорят его, там, не знаю, мужские блогеры, они ему говорят: брось ее, лучше найдешь, не нужна она тебе. Поэтому сейчас развод, он, в принципе, обществом приветствуется. Если что-то не устраивает, сразу разводись. И вот когда у тебя отношения, когда тебя не устраивают, ну, бесконечно ты в них не жить не можешь. Как раньше никто терпеть не будет. И он, как правило, разводится, если они не устраивают. 3-й кейс. Пара 40 лет и женщина 33 года, в браке 7 лет, ребенок. Мы хорошая команда по быту, родительству. Но как мужчина и женщина нас нет. Мы особо не ссоримся, но и романтики нет. Боюсь, что наши отношения уже выгорели, и это не остановить. Возможно ли снова зажечь искру? Как вы думаете, в чем причина? Романтику создавать надо. Хорошо, А не романтика. так просто. Да. Мне нравится выражение, я вот часто говорю: любовь — это глагол действия. То есть любовь надо поддерживать. Любовь — это тот, как бы, субъект, который, если ты не поддерживаешь, он тебя постепенно теряется, он затухает.
надо поддерживать. Поэтому вас как зовут? Ирик? Ирик. Правильно, хороший фактор назвал. Если ничего не менять, сначала умрет желание, а потом любовь. Как вы думаете, что такое любовь? Остановимся здесь. Все говорят любовь, любовь. Что такое любовь? Что для вас любовь? Когда друг друга притягивают рядом. Когда притягивают друг друга. Ага. Сделать для Да, Ирик. Когда принимаешь человека со всеми его недостатками, зная о них, и при этом не сильно пытаешься, то есть не пытаешься переделать. Хорошо. Принимаешь человека с его недостатками и не пытаешься его переделать. Еще? Любовь — это счастье. Любовь — это счастье. Это эмоция. Какая эмоция? Проходящая. Временная. Это, я вот видел, что этот человек поднял руку, он семейный. Вот. Если вот чувствовать человека, Чувствовать человека. Какие чувства? от сердца такое. От сердца. Чувство от сердца. Я читал древнеиндийский трактат Ананга-Ранга, и мне понравилось там понятие любви. И оно звучит следующим образом. Влечение тел порождает желание. Влечение ума порождает уважение. Влечение души порождает дружбу. И все вместе, эти три влечения, они порождают любовь. Ум порождает уважение, да? Душа дружбу. Дружба что такое душа? Это доверие. Когда мы уважаем, у нас общие цели, идеи. Да, у нас притяжение ума идет. Когда у нас возникает желание, у нас есть влечение к этому человеку. Когда у нас есть дружба, у нас идет общий интерес и ценность, времяпровождение, желание проводить время. Что значит от 0 до 10? Когда человек знакомится с другим человеком, он выдает ему некий кредит доверия, который вам надо оправдать. То есть вы когда познакомились с человеком, у него изначально, если вы начинаете с ним общение, бывает кредит доверия. И он может потерять, может его оправдать. Ну, там 2-3 балла он получит. И, соответственно, по идее, цель любого человека вот от 0 до 10 везде в десятку попасть. И если это обоюдно, то это и любовь. Когда вы по 10-бальной шкале получили уважение, дружбу и желание. Ну и ключевая задача — это себя проявить на 10 баллов и оценить другого человека, с которым ты общаешься, и понять, а у него сколько баллов. То есть ты себя презентуешь и его еще оцениваешь. Ну, все люди идеально не бывают. Да, идеальных не бывает. Какие бывают? Бывают подходящие. Что значит по расчету? Просто потому что там богатый, допустим, или потому что очень хороший, идеальный. Но не люблю его. Это по расчету? Когда ты по расчету, у тебя любовь-то заменяется, у тебя не будет вот этого треугольника. Ты с ним по расчету, ты с ним не потому, что ты его уважаешь, у тебя притяжение ума. Ты с ним не потому, что у тебя притяжение на уровне души. Ты с ним из-за того, что у тебя притяжение по бюджету, по выгоде. Что происходит, когда уходит одно из составляющих этого треугольника? Когда уходит желание. Уменьшается любовь. Потому что все углы взаимосвязаны. Если падает что-то одно, оно будет уменьшать за собой и все остальные. Если уходит желание, оно будет уменьшать любовь. Если уходит уважение, оно будет уменьшать тоже любовь. Я сейчас открою, вот послушайте все мужчины. Если вы не вызовете уважение у девушки к вам, у нее влечение тела к вам, желание не появится. И внимание всем девушкам. Если не вызовете желание, влечение тела, уважение на уровне ума,
не возникнет. И до дружбы тоже не дойдет. То есть за основу взять желание мужчин, это же низкое чувство. Мы не говорим это основа, мы говорим это начало. Начало, оно же может не закончиться ни уважением, ни дружбой. Да, но если девушка не вызовет желания у мужчины, дальше он не продвинется. Он не узнает, насколько вы умные, он не узнает, насколько у вас шикарная душа. Но подождите, а если интернет-знакомство, как оно вызовет желание, если они не встретятся? По фотографии. Фотографии, если будет нравиться. Первое, второе, это А же... если фотография фейковая? Да, фотография личные фейк, вот он же дела. встретится. А есть? Ну, либо вы будете любить себя как бы, думая, что вы любите, и удаленно всю жизнь общаться. По Ну, как в интернету. интернет-переписке. Да. Тоже бывает? Да, бывает. Что происходит дальше? Если у вас один из факторов проседает, то у вас неизбежно другие запотянутся. Если вы не вызываете желания на уровне тела, постепенно человек начнет вас меньше уважать, он начинает меньше вам доверять, уходит дружба, и постепенно сжимается любовь. Она уходит. То же самое с уважением. Сначала, если у вас будет уважение уходить на уровне ума, то постепенно это потянет за собой другие части треугольника. Они взаимосвязаны всегда. Всем понятно почему? Потому что если мужчину, например, у него уходит желание женщины, он ее как женщину уважает меньше. Или наоборот. Если она его меньше уважает как мужчину, у нее влечение будет падать. А когда уважение падает, как мужчине, у тебя будет падать и доверие к нему. И мы говорим, что это уважение, желание и доверие, это в самом начале. Когда вы начинаете строить отношения. Потом, конечно, это расширяется понятие, когда вы уже как бы начали отношения. Это на уровне первоначального привлечения. А потом уже добавятся другие факторы дополнительные, которые касаются ума. Сейчас я еще продолжу, расскажу про них. Да, вот влечение ума, да? Коллеги. Влечение души — это друзья. А если только влечение тела — это любовники. Все понимают, да, почему? Потому что гормональный тон падает. У вас интимная жизнь из жизни уйдет, и гормональный тон, он неизбежно будет падать. Потому что мы весь день получаем стресс, огромное количество стресса на работе, в взаимодействии с окружающим миром. Приходим домой, это Богом создана, да, биология, что во время влечения тел, желания, у нас это происходит как антистресс. И с обеих сторон это происходит. Если у человека этого нет, у него будет меняться, ухудшаться гормональный фон, падать настроение. У него вот эти, помните, мы говорили про анестезию и допинг. В чем ее минус этой анестезии и допинг еще? Потому что она перестает действовать со временем. Почему наркоманы, они умирают? Потому что им каждый раз больше надо. Перестает действовать, у тебя привыкание идет. Ты пользуешься анестезией, тебе допинг, тебе надо еще больше. Он тебе перестает действовать. Вот это волнообразный график, когда дофаминовый всплеск происходит. Все знают, да, гормональный фон, дофамин, все слышали? Поднимите руку, кто слышал, что такое дофамин знает. Ну, в принципе, многие слышали. Соответственно, когда ты добавляешь допинг, анестезию добавляешь, у тебя уровень гормонального фона у тебя растет. И постепенно тебе его надо увеличивать, потому что идет привыкание. И постепенно ты каждый раз увеличиваешь и увеличиваешь. Перестает действовать постепенно. Что больше надо. И это все будет влиять на гормональный фон. Усиление тревоги, стресса, отчуждение, скрытая враждебность. Помните, мы говорили про изменение характера? Вот, усиление тревоги появляется. Потому что у тебя неудовлетворение постоянно идет. Тревога будет усиливаться, стресс, отчуждение. Постепенно появляется скрытая враждебность ко всем окружающим. Они счастливы, а я нет. Они улыбаются, кто там довольный, а я нет.
Появляется мнение, да, я интересна как женщина, а он не интересен как мужчина. У него падает самооценка, уважение к себе. Возникает вопрос, зачем мы вообще вместе? Ну, мы же уже, в принципе, да, не муж и жена. Мы там, ну, то мы же там папа, мама, мы там дочь, сын там по отношению к родителям. Ну, в принципе же не муж и жена. Какой смысл? Зачем мы вместе? Как друзья, да? Квартиру снимают в студенчестве вместе. Такой быт какой-то. Совместная хозяйственная деятельность. Один парень говорит, мы, говорит, жена, у нас, ну, в принципе, как бы, ну, семья, как бы, не совсем подходящее слово. У нас, говорит, совместная хозяйственная деятельность. Все вроде хорошо, а тут баб, Если есть деньги. вторая жена. А? Если есть деньги. Да, если есть деньги. Да. Да, и может появиться любовница, если нету каких-то мусульманских ограничений моральных. Но они будут как некий костыль для сохранения брака. Такие любовницы он вступает. А он получает то, что не получил в браке, или она. И таким образом брак какое-то время сохраняется. Да, или путь монаха, или евнуха. Тоже так бывает. Любовь ушла, романтики нет, влечения тела больше нет. Все. Путь монаха. Помните, как Будда? Учение Будды кто-нибудь изучал? Да? Вот. Я тоже изучал. Ключевые два утверждения Будды какие? Первое, у вас не должно быть желания. То есть он что сделал, когда он сам буддизм свой принял? Он свою жену бросил и ребенка бросил первым делом. Отказался от него. Ты дзен не познаешь по-другому, если будешь привязан к чему-то. И вот так вот некоторые выбирают путь монаха. У него есть ограничительные рамки какие-то, да, и вот он за них не выходит. А когда у вас совместные дети, вы еще не только имущество делите, вы еще человека начинаете делить и бороться за него. И так как причина не устранена, то повтор сценария в новых отношениях возможен. Как вот один парень говорил, что это он развивается, она нет. Или она развивается, он нет. В другие стороны идут. То вот это он еще про уважение, по общеубеждению, принципе, ценности. Да, душа это что? Общие интересы, совместный досуг, духовное развитие. Да, ну и тело. Там, кроме влечения, еще добавляются следующие моменты, как вы подходите, в принципе, к вопросу здоровья. Ну, как вы ухаживаете за ним. Кто-то за спорт, кто-то нет, кто-то за полезное питание, а кто-то нет. То есть это еще вопрос к здоровью. И что здесь добавляется, чего не хватало? Обязательства. Если будет только ум, душа и тело, этого достаточно для построения семьи? Нет. Потому что надо еще что? Фундамента не хватает, да, обязательства. Значит, ответственность. Да, для этого ответственность. Потому что может быть ум, душа, тело соединены, а обязательства он взять не готов. Семью таким образом не построишь. То есть это такой фундамент, да? Как одна девушка, она познакомилась с парнем с Кавказа. У них ум, тело, душа соединились, влечение есть, треугольник совпал, все хорошо. Она поехала знакомиться к нему, к его родственникам на Кавказ. Познакомилась, все, потом пообщались, там один день провели, познакомились с родителями с ней. Она благополучно уезжает в Москву, а он остается там с родителями. Папа с ним поговорил несколько дней. И приезжает парень с Кавказа и говорит, ты знаешь, я могу предложить только дружбу. Обязательно взять не готов. Потому что тебе еще очень часто недостаточно треугольника. Еще надо родиться, да, определенной национальности. Так бывает. Ну, например, я сейчас только карьера. Ну, у меня семья, вот это чем мне не надо, я сейчас карьерой занимаюсь. Это может сказать и она, и он, оба. Я сейчас карьера, у меня сейчас вот это, все это ребенка рожать, это обязательство. Ты давай, как бы это. Я не готова.
или он. Да, тогда не получится никакой семьи. Ну или, я не знаю, женаты оба, например. Да. То есть коллеги встретились, у них понеслось ум, душа, тело, влечение есть. Обязательно они могут взять, потому что занято, да? Место занято. Что у нее, что у нее, у него. И вот здесь очень важно, чтобы мы говорили про семья, это чтобы эти три части и вот этот фундамент, они соединились. Обязательно. Ум, душа, тело и обязательства. Это обязательное условие для того, чтобы была семья. Ну и в идеале, да, поддерживать это на уровне десятки, как мы говорили. Согласны? Да. Есть в этом логика? Да. Продолжаем? Да. Хорошо. Нужно сначала для построения такой семьи, что какие два фактора нужны, да? Первое. Что нужно для того, чтобы этот домик у нас сложился? Первое, это надо привлечь такого партнера для начала таких отношений. Если мы не можем привлечь партнера, то у нас этот домик под названием семья не появится. Если вы не можете никого привлечь. В вашу воронку никто не попадает. Все мимо. Что-то другое залетает, но не в вашу. Вы не можете привлечь, вы не сможете построить семью, если вы никого не можете привлечь. Вы никому не интересны. Вы общаетесь, вы ходите, но вы не интересны. Да, где-то там может быть, помните, был друзья. Друзья еще окей. Коллеги еще окей. Ну, у кого-то может быть там, да? Реже, но тоже бывает. Но соединения нету, ты не интересен, нет никакой любви. И обязательства там тоже не готов взять, что нет никакой семьи, невозможно построить. Да? Можно на гармошке играть, не слушать никакую лекцию тоже. Да? Вот это привлечь. Привлечь. Второе что? Уже там кого-то. А? Привлекли, отдыхают. Привлечь. Громоздкие гитары. Да. Еще бывает, знаете, когда вот эта тема, она уже триггерит. Триггерит уже. Человек уже, он же не может это слушать, он уже напряг, короче. Вот я уже все, я уже не могу, ему больно это слышать, он не может уже переносить это, у него стресс. На эту тему он не хочет думать, ему надо отвлечь, ему нужна анестезия. Он начинает от этого максимально оберегать. Туда не смотреть, чтобы, ну, не кололо, больно не было. Что он хочет туда не лезть. Так тоже бывает, да? Так, мы привлекли партнера, дальше что надо с ним делать? Что? Связать? Связать, все. Да. А потом уголовный кодекс вас свяжет, да? Ага. Да. Дальше нужно строить отношения. Строить отношения. Девушкам нравится, когда их связывают. А, да. Я тебе ничего, да. Ага. Так. Сохранить. Вот такие две стадии вы всегда проходите. Сначала надо привлечь партнера для таких отношений. Если вы не можете его привлечь, вам нечего потом сохранять. А когда вы привлекли, надо потом их сохранить. То есть это объемные понятия. Привлечь там 10 параметров с подпараметрами сохранить. То есть это разложено все системно. Там внутри оно там раскрывается более подробно. Некоторые пункты я проговорю. То есть объемные качества, навыки, которые можно и нужно развивать. Они развиваемы. Они не всегда с рождения. У кого-то с рождения развито привлечение. У кого-то с рождения развито сохранение. Она сохранит, может. У нее душа глубокая. Она хорошая. Или он. А он такой классный, замечательный в душе. Он перед зеркалом вообще огонь. Да. А сохранить не может. Так тоже бывает. Бывает наоборот. Сохранение есть, все классно. А привлечь никого не может. Никому не интересен. Как я говорил, помните, врожденные или развиваемые. Бывает, что у человека они не врождены,
Он приходит ко мне, я ему развиваю. Я вам покажу, как эти 3 кейса закончились, они все реальны. То есть это все развиваемо или врожденно. И вызывает желание познакомиться, ухаживать или принять ухаживание. То есть если у девушки развитое привлечение, она вызывает желание за ней ухаживать. А если у него развито привлечение, он вызывает желание принять это ухаживание. А если у него оно не развито, такого желания не возникает от него ухаживания принимать. Да? Да. Развивать отношения, ответить взаимностью. Возникает желание развивать эти отношения и отвечать взаимностью. И далее поддерживать глубокий интерес и строить долгосрочный союз. Потому что привлечение, оно никуда не уходит. Ну, вернее, оно обычно уходит, но оно никуда не должно уходить. То есть, когда у вас отношения начались, вам важно это привлечение сохранить, чтобы оно в вашей жизни оставалось. Привлекать. Это огонь, который огонь поддерживает. А бываете, знаете, вот, представьте себе костер, который был в некотором мангале, да, вот вы поставили там ограждение, кирпичики поставили, да, и развели там огонь, он горит. Страсть, привлечение, раз, все горит. Начало отношений, все шикарно. Влечение там по всем пунктам. Как-то бабочки, да, звездочки, у кого что, вот, слюнки, да, и вот это ограждение, вот оно, огонь горит, вас привлекли в самом начале. Как у Фредерика Бекбедера есть книга, да, «Любовь живет 3 года». Ну, первые 3 года обычно, да, потом спад идет, гормональный фон, эффекты новизны. И вот это привлечение, вот у вас, все классно. А потом оно постепенно что делает? Уменьшается. То есть если огонь мы не подбрасываем дрова, мы не раздуваем его как-то, да, он что делает? Затухает. И вот бывают люди, которые соблюдающие, да, какие-то рамки моральные, принципы, высокая духовность бывает. И вот они как кирпичики, вот этот уголек, там он уже потух, там уже огня нет уже, но они сохраняют его, чтобы там все не раздуло. А бывает кирпичиков, когда нет, все раздувает. И все, нет семьи никакой. Сдуло. Какие признаки говорят о том, что привлечение на высоком уровне? Конверсия высокая. Конверсия. Вот кем работаешь? Айтишник. Айтишник, да? Конверсия. Кем вы работаете? Аналитик. Аналитик. Все, вот. Что еще? Следующее. Не сливаются после первых свиданий. Если низкое привлечение, что они... Что-то вот... Химии нет. Химии нет. Огонька что-то нет. Химии. Что такое химия? У вас не возникнет химия, если у вас не развито привлечение. Забудьте вообще про химию в ваших отношениях. Вы ни у кого не вызовете химию, если не будет привлечения у вас сразу. Вы всегда будете один, не будет у вас никого. Никакие туда много поклонников не залетят. И уж тем более после первых свиданий они захотят с вами продолжать интересное общение. Вот это химия. Оно непонятное слово стало понятно. Не угасает огонь в отношениях. Мы говорили, аллегорию привели. И это в том числе влияет на проявление человека в социуме. Да, у него это влияет на карьеру, на доходы, на рабочие, дружеские отношения. Потому что он больше уверен в себе. Он не боится проявиться. У него есть статистическое подтверждение, что он классный. Уровни привлечения. Норма, гиперплюс. О чем говорит? Что бывает человек, у которого привлечение на каком уровне? На минусовом. Вообще нет у него никакого привлечения. Пустая воронка. Никто туда не залетает. Никому-то не интересно. Минус. Как у парня, помните, было вначале? Кто ему нравится, он не нравится. Что такое норма, да? Когда оно развито. И гиперплюс, когда оно чрезмерно. Когда чрезмерный фокус идет на привлечение, это максимальная сексуализация внешнего вида. Оттуда идут внешние вмешательства в организм. Это гиперплюс. Чрезмерно идет, направленность сюда. Чрезмерно открытые фотографии. Чрезмерность идет. На внешнее чрезмерно, на привлечение.
И что это потом дает рикошетом? Сохранение в минус идет. Если идет чрезмерный гиперплюс, привлечение всегда бьет сохранение в минус. Почему? Потому что у него фокус, у нее фокус на привлечение. У нее нет времени, у нее нет энергии, ни на какое сохранение. Есть фокус в привлечении. Привлечение гиперплюс, он может быть и в теле, и в уме. Когда ты слишком умничаешь, тоже может быть. Когда ты слишком начитанный, ты это максимально демонстрируешь, тоже может быть. Привлечение, гиперплюс. Ты не просто интересный собеседник, ты уже занудный собеседник. Душнило. Душнило. Гиперминус, гиперплюс. Какая задача? Чтобы у вас было привлечение высокое. Задача перейти из гиперплюса на уровень высокий и из гиперминуса перейти туда. Чтобы привлекать много достойных партнеров, поклонников, был большой выбор, хороший. Надо, чтобы привлечение было высокое. Зачем нужно привлечение? Когда нет привлечения, тебе приходится выбирать то, что не тонет, только то, что никому не нужно. Все знают это выражение? А за жемчужиной нырять надо. И вот когда ты выбираешь только то, что не тонет, и пытаешься выбрать из меньшего из зол. Блин, выбора нету. У тебя привлечение разве там кто-то туда каким-то боком там залетел? Не знаю, дерево упало во мрак. И ты выбираешь из меньшего из зол. А желание такого выбор, не просто выбор, да, лучшего из достойных. Нет тревожности, уверенности в себе. Легко создать новый поток. Если, например, у вас отношения получились, у кого-то пришли и начали общение, но что-то там как-то не сложилось, вы узнаете человека, не каждое, да, там, первое свидание вливается в семейный союз, то, если развито привлечение, то можно легко создать новый поток. Не пропадают после первых свиданий. Вот очень не всегда заметный параметр, да? Есть конкуренты, ценность повышается. Что это значит? То есть мужчина должен чувствовать, что у него есть кто-то еще, с кем Да, конкурировать. да. Если он чувствует конкуренцию, то ценность ее повышается. Знаете, как вот даже вот это же срабатывает у человека. Идешь по рынку, и ты там встретил прилавок, и такие все там собрались. Все такие, что-то там, что-то смотрят, что-то там выбирают. И человек неосознанно, блин, ну что-то клевое должно быть. Что-то клевое, надо подойти и обязательно посмотреть. Там что-то интересное. Он посмотрел, дорого, не купил, дальше пошел. Да, но это срабатывает, что ценность там повышается, что-то там ценное. У партнера высокий интерес и мотивация вкладываться. Если высокое привлечение, то у партнера высокий интерес и мотивация вкладываться. Развитие социальных навыков. Помните, мы говорили, это влияет, да? На карьеру, на бизнес. Нет выгорания в отношениях. Сохраняется огонь, интерес, игра, близости. Помните, мы говорили про поддержание огня. Не ищут приключения на стороне. Если у вас отношения начались, если у вас развито привлечение, то нету нужды. Нужды нет, зачем он будет искать, все есть. А если нету, начинаются поиски. И потом удивленные глаза. Блин, как так, все было классно. А он такой скотина. Ну а что еще влияет? Неочевидный фактор – это сдерживает негативное поведение партнера. И каждый мужчина и женщина хочет, чтобы рядом с ним была девушка, которая говорит, блин, смотри, какая классная. Блин, ты такой крутой. Вот это такая крутая девушка. А ей говорят, блин, такого парня выхватила. Но это не религиозная семья явно.
В чем тут? Ну, потому что в религиозных семьях, наоборот, свою женщину не выставляют на показ. Ключевая разница в чем? Когда ты привлекаешь, то ты привлекаешь всех в воронке. Но когда ты уже привлекла, ты направляешь привлечение только на него. Да. И он то же самое должен. И сдерживать негативное поведение партнера неочевидный в этот момент. Но по факту, когда ее ценность высокая, он ее ценит больше, страх потерять выше, и это влияет на хорошее поведение. А когда ты не ценишь, то у тебя и сильно поведение меняется. Первая колонка 100% это конфетно-букетный период, а второй это долгосрочные отношения. Если привлечение и сохранение развито у первого партнера и второго, то шансы на конфетно-букетный высокие, то что он друг друга заметит станет. И шансы на долгосрочные отношения тоже очень высокие. Если привлечение и сохранение есть у одного партнера, у другого привлечение низкое, то шанс 25. Почему? Потому что его могут вообще не заметить. Никто не узнает, что он существует такой классный. Но если вдруг каким-то чудом там маленький процент остается шанс, он попадает, то шанс на успешное отношение выше 75, но не 100. Почему? Потому что привлечение, оно еще важно в отношениях, на этапе уже непосредственно отношений. Да, и что бывает, если нету привлечения, есть привлечение, сохранение. Привлечься шансы есть, но сохранить отношения нет. О чем говорит эта таблица? Что очень важно не только в себе развивать эти параметры, но еще важно это уметь распознать в другом человеке, кого вы привлекаете, чтобы построить с ним долгосрочные отношения. И помните, мы говорили, что мы вернемся к этому кейсу. Что было сделано? В диагностике проверяются параметры. Там 10 параметров с подпараметрами. Первое проводится диагностика. А что вот так, как вообще с привлечением? Как ты себя позиционируешь, как ты себя ведешь, как ты вообще переписываешься? Это анализ, да, привлечения по всем пунктам. Повысили параметры, да? Это тут некоторые из них. Внешний вид, стиль одежды, осанка, язык тела. Скорректировали самооценку по другим параметрам. Бывает так, что мужчина недооценивает себя в каком-то параметре. Он думает, он бедный и, в принципе, никому не интересен. Но это один из параметров. А бывает, что он себя недооценит в этом. Но это не ключевой, не единственный параметр. Да? А? Это про развитие человека. Это не любовь. Да. Это парень, помните кейс? Вот кейс. Это не третий кейс. Корректировали самооценку, определили реальный портрет желаемой девушки. Реальный портрет. Некоторые, знаете, они в некоторых иллюзиях. Нету понимания, что, как, что хочу, куда хочу, что-то классное. Добрый, заботливый, умный, красивая, хорошая. Ты понимаешь, что ты что-то делаешь не так, но ты продолжаешь так делать. Продолжаешь. И пока ты не уберешь этот сценарий в голове, ты думаешь, вот так надо. У тебя не изменится твое поведение. Проработка нового сценария желаемых отношений. Тебе понять, что ты хочешь. Какие у тебя желаемые отношения. Диагностика по параметрам привлечения. Только третьим пунктом идет, обратить внимание. Потому что пока ты сценарий не уберешь, нет смысла этого. Диагностику делать по параметрам. Да, потом параметры, очевидно, потом вылезают, что привлечение хромает. Потому что лучшее из зол выбрал, потом пытаешься из него что-то слепить, какие-то отношения построить. ТНС – это техника нейротрансформации сценария на запрет быть привлекательным для мужчин. То есть у человека внутри на подсознании была установка, которую она не осознавала вообще. Это быть непривлекательным, все запрещало это. Повышение параметров, язык тела, флирт, игривость. Все развиваемые параметры, энергетика, высокие вибрации, принятие себя. Очень часто человек не принимает себя. И по вибрациям, помните, мы говорили, на низкие вибрации уходят, которые считываются в депрессии, в апатии, у него стыд, вина,
где-то там, и он все это транслирует. Социальная активность и проявленность. Здесь я добавил сигнальная система. Многие вообще не понимают, что такое сигнальная система. Как сигнал подать, как его считать вообще. Там парень сигнал посылает, там даже понять не может, что он посылает сигнал, как ему на них ответить. Или он она вроде посылает, а он понять ничего не может, он не ответить не может. А еще надо уметь понять, еще уметь ответить надо. Еще как бы ответить надо, с умом не спугнуть. Такой результат, да, завершила бесперспективные отношения, а когда ты сценарий меняешь, то неизбежно ты к этому придешь. Да, щедрый, заботливый, без зависимости, очень любит ее. Через полгода он сделал предложение, и они поженились. Приглашали нас тоже. Нет. И очень многие думают, что таких нет. Они есть, и вас не замечают. Их полно. А они ищут таких, а они найти не могут. Yalnızım ister yanındasın kaç edersin. Yalnızım ister yanındasın kaç edersin. Gel sinegine Başında sarma kuyularında yanlarına denge kalırlar. Karadüşü başlatır yan taşlar suçlu parçalarına. Bizden kabul ederiz. Bizim gönlümüz huzur beklettik. Kaderlerini biliriz. Çırpı gelen dileklerini bizden kabul ederiz. Bırakıda şapıda, istekte sağlıkta. Bütün gönül yuvarımız fazlalıkta, baylıkta. Bırakıda şapıda, istekte sağlıkta. Bütün gönül yuvarımız fazlalıkta, baylıkta. Salkınlardaki suması üstüyen gönleriz. Hamurlar ayaz olsun yine sekileriz. Salkınlardaki suması üstüyen gönleriz. Hamurlar ayaz olsun yine sekileriz. Bebekler şatıda
vurulurmuş matur Yaptı bu seni kuleler Çırlarımızda bir yerimizde Olsun bu seni Kırılırmış matur Yaptı bu seni kuleler Çırlarımızda bir yerimizde Olsun bu seni kuleler Siz matur kızlar hiç yapmazsınız Yüreğimde yanılar ağlamışsınız Oranızda beni gözlemsiz Siz matur kızlar hiç yapmazsınız Yüreğimde yanılar ağlamışsınız Siz matur kızlar hiç yapmazsınız